Я являюсь врачом реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог, работал я дежурным врачом на Дальнем Востоке, потом работал в Сибири, в Новосибирске, и сейчас, в общем-то, в Москве мы открыли наш центр. Мы стараемся соединять методы научной медицины и методы, как говорят, народной медицины. Допустим, на Западе, в развитых странах, таких как Япония, Германия, такую медицину называют холистической. И к нам приезжают и японцы, и немцы, и швейцарцы, французы. Постоянно они говорят о том, что в их странах, в общем-то, к этому относятся очень серьезно. И доктора, работающие в холистической медицине, имеют медицинское образование, они также лицензируются, они финансируются государством, и у человека есть возможность выбирать, какое вид лечения он хочет получить, традиционное, либо народное. Ну, я считаю, что в целом-то главная цель – это результат лечения, правильно? И человек может получать любые виды лечения, главное, чтобы результат лечения было безопасным. Если говорить о музыкотерапия в России в 2004 году принята как официальное направление в восстановительной медицине. Это я могу сказать как доктор. В начале 70-х годов в Соединенных Штатах Америки музыку начали применять в реанимации. Перед операцией пациенту давали прослушивать фрагменты музыки, которые позволяли снизить дозировки лекарственных препаратов. Это общеизвестные данные. Если рассматривать человека, и все люди грамотные, я думаю, основы медицинской и биологической физики знают, человек способен слышать звуки на определенных частотах, да, от 16 до 20 тысяч Гц, но с возрастом эта способность снижается. В человеке присутствуют различные ритмы, вибрации. И если мы говорим о различных культурах, народах, о религиях, то в каждом народе, в каждой религии известны молитвы, мантры, заговоры различные, да, и все знают, что они помогают человеку, если их правильно применять. Да. Опять же, если мы будем говорить про колокольный звон, да, колокольный звон всем известно, что он очень благоприятно влияет на людей. И не случайно в храмах, причем во многих храмах есть колокольный звон, и трубы различные, ну, в общем, много что звуковое, что позволяет поменять информационное поле, как говорит современная полевая физика. Да? И вот, если мы говорим о современной медицине, методы УЗИ, они всем известны, ультразвуковое исследование позволяет выявить какие-то патологические процессы. Допустим, перкуссия, аускультация позволяет также услышать шумы, определить проводимость органов, да, и многим людям знакомо, когда доктор обследует пациента, да, методом перкуссии он может определить границы печени, почек и так далее, легких. В общем-то, это применяется. А если мы в историю заглянем, то получается, что наши древние предки, допустим, Пифагор, он применял музыку сфер, общеизвестно это, да, он говорил, что музыкой можно лечить душу. Да? И вот если мы с вами немножко вернемся в наше время, музыкотерапия все это учла, появилась система. Моя компания занимается звукотерапией. Звукотерапия, за инструмент звукотерапии мы взяли поющую чашу. И поющая чаша, она на самом деле, мы не считаем ее, допустим, непальской, тибетской. Обратите внимание, я не говорю тибетская чаша, я говорю просто поющая чаша. Да? Вот если говорить о чаше Грааля, говорили, что чаша Грааля человека избавляет от всех грехов, да, дарует ему бессмертие, ее искали многие, в общем-то, различные правители и лидеры. Как называется город Казань, да, если перевести? Казань, да, чаша. Если мы посмотрим, на берегу реки Казанка стоит прекрасный дом семьи, который в России, наверное, один из самых красивых. И выглядит он, некоторые смотрят и говорят, как тибетская чаша, как поющая чаша. Поэтому вот чаша, она везде присутствует. И, в общем-то, мы начали изучать этот феномен поющей чаши. По всему миру к нему огромный интерес сейчас во многих странах. Изучили опыт и увидели, что на самом деле достаточно серьезно это направление не поддерживается ни одним государством. Ни одной властью не поддерживается. Вот это очень странно. То есть люди сами по себе что-то делают, а чтобы на государственном уровне отфинансировалась, допустим, такая программа, такого я ни в одной стране не слышал. И вот сейчас, в
в течение 8 лет мы стараемся сами своими силами что-то сделать, чего-то достичь, у нас что-то получается. Я сейчас вам продемонстрирую наше производство. Наше производство мы организовали в Непале. В России у нас не получилось это сделать. В Непале сейчас мы производим основные 3 вида чаш. Мы их называем терапевтические. И эти чаши основаны как раз на принципах научной медицины, медицинской и биологической физики. То есть чаши мы сделали акустического плана. Сейчас я вам их, можно мне сюда поставить? Да, пожалуйста. Да, я поподробнее расскажу. Что природа в нас заложила? При помощи своего голоса я могу говорить. Правильно? Все меня слышат. На какой частоте я говорю? Я говорю на 3 октавах. 1, 2, 3. Частота максимально, на которой я говорю, не больше обычно 500 Гц, что в музыкотерапии и учитывается. Поэтому, если мы с вами, допустим, проводим исследование электроэнцефалографию, да, мы можем увидеть различные ритмы колебаний нашего мозга. В зависимости от времени суток мы можем спать, это одни ритмы, мы можем быть в бодрствующем состоянии, это совсем другие ритмы. И вот если учитывать все эти моменты, да, на какой частоте мы говорим, какие вибрации мы направляем во внешнее пространство, вот я сейчас говорю это, и какие вибрации природа сразу же направляет в нашу клетку. Понимаете, я говорю своему сердцу, своей печени, каждому органу. То есть вибрация, она передается по тканям, естественно, это никто отрицать не может. Да? И вот иглотерапия, это Равзахан расскажет из Австралии. Поэтому сейчас, если я беру инструмент, например, вот поющая чаша, да, и мы что достигли? Мы достигли длинную звуковую волну. Вот она звучит как колокол сейчас. Если я замерю этот звук, он будет звучать больше 2 минут. Если он больше 2 минут, значит акустическая программа будет иметь стойкий эффект. То есть клетка ее начнет запоминать. Вы за собой, возможно, замечали, когда вы слышите какую-то песенку и начинаете потом ее напевать. Это то же самое. То есть звук распространяется строго по определенному закону. Это голограмма. Поэтому чаша акустического формата. Вот эти чаши, они все нами брендируются. Здесь сложная технология ковки, сплав 14 металлов. Берем мы универсальную чашу. Универсальная чаша обладает уже не только длиной звука, но и сильной вибрацией. Поэтому, когда я в такую стенку ставлю руку на большом расстоянии, я рецепторами воспринимаю вибрацию. Такую чашу, у которой вибрация, мы можем ставить на разные биологически активные точки, работать по линиям, по энергетическим каналам, как это в восточной медицине говорится, и получать очень хорошие результаты. Да, по меридианам, да, естественно. Поэтому, вот, пожалуйста, современная медицина что нам предлагает? Ударно-волновую терапию. Вот, пожалуйста, ударно-волновая терапия, только длинная. Теперь, если мы говорим о чашах, которые обладают очень сильные вибрации, вот тонкостенные, пожалуйста, мы их изготовили. У этих чаш частота в герцах ниже 100. Значит, колебания очень интенсивные. Вот сейчас я это демонстрирую, кто рядом со мной это прекрасно видит. Да, вот я ноготь ставлю. Вот вы слышите, какая сильная вибрация. Если я наливаю в чашу воду и начинаю вести вращение, вот кто рядом находится и посмотрит, посмотрите, вы видите не просто фонтан. Вот в чаше сейчас, ко мне подойдете, я покажу, это всегда 4 фонтана, не 8, не 9, а 4 фонтана, потому что определенная частота, если бы частота у чаши была выше, было бы 8 фонтанов. А структура воды меняется? Меняется, и мы это исследовали. Поэтому вот эти моменты, они все очень интересны. И я беру обычные колокольчики вот эти, да. Если я эти колокольчики сейчас задеваю, например, вы сейчас услышите, вот этот звук звучит в 30 раз выше по частоте, чем я говорю. То есть получается, высокочастотные звуки позволяют повысить колебания ритмов головного мозга. Это значит активность и бодрость. Сейчас я некоторые клиники, допустим, клиника Praxis в Германии, прошла у нас определенную подготовку, мы их обучили, они стали у себя это применять. Клиника Тибет в Санкт-Петербурге, восточная, стала это применять. Санаторий Россия в Алтайском крае. Специалисты также у нас прошли подготовку. И сейчас я вам зачитаю результаты. Как наши специалисты, я уже заканчиваю, да? Если... Да, нормально, все, не скучно. Ну и прекрасно. Так, итак, вот, пожалуйста, да, Игорь Анатольевич у нас где?
Один из наших специалистов, это вице-президент Национальной федерации массажистов России, врач высшей категории Владимир Николаевич Белогуза, врач-невролог, мануальный терапевт. Ну, вот несколько слов о наших чашах. Он как раз... Сейчас я приведу пример применения наших методов в санатории «Россия». Это вот как раз отчет, который зачитывался на конференции Здравницы. Ученик нашей школы Пантин Александр Васильевич, врач-психотерапевт, высшая квалификационная категория, специальность психотерапии. По данным на 2014 год оказал психотерапевтическую помощь 365 человек в возрасте от 28 до 59 лет с невротическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями, в развитии которых решающую роль сыграл психоэмоциональный фактор. Для сравнения результатов эффективности лечения исследовалась основная, первая группа 45 человек, получавшая психотерапию с использованием звуковых схем и поющих чаш по авторским методикам нашей школы. Вторая группа 40 человек принимала сеансы музыко-резонансной терапии без поющих чаш. После проведенного курса лечения были значительная положительная динамика отмечалась в основной первой группе, где были поющие чаши. Полноценная релаксация была достигнута у 96%. Повышение энергетического потенциала отметили 83%, улучшение настроения 75%, восстановление сна около 60%, уменьшение тревог, внутреннего напряжения 50%, более 32 пациентов отреагировало в трансовом состоянии сознания на незавершенные психотравмирующие переживания прошлого. Через освобождение телесных эмоциональных блоков отметили значительное улучшение психоэмоционального статуса. Проведенное исследование позволяет предполагать, что предложенные схемы и поющие чаши являются высокоэффективными и воздействуют на гипоталамо-гипофизарную систему. Биологически активные точки способствуют формированию выраженных ответных реакций по рефлекторному типу, которые развиваются в разных органах и системах, способствуя активизации саногенеза и механизмов самоисцеления. Изучив мировой опыт применения звукопоющих чаш, мы пришли к выводу, что ни в одной стране на сегодняшний день не уделяется достаточного внимания для развития этого уникального, абсолютно безопасного, высокоэффективного направления реабилитационной медицины, направленного на улучшение здоровья человека. Республика Татарстан в России и в мире считается успешной и прогрессивной. Я обращаюсь к участникам конференции обратить свое внимание на наш опыт и дать импульс в развитии этого направления как в России, так и во всем мире. У нас есть опыт работы и в реанимации, улучшения сатурации, у нас есть опыт работы с детьми от полугодовалого возраста, опыт применения этих систем с беременными женщинами с 5-месячного возраста, с онкологическими пациентами. Есть по герпесу результаты, поэтому очень много таких положительных эффектов нашей звукотерапии. Вот, в общем-то, это я хотел вам сообщить. Да. Но мы пионеры, мы первопроходцы, мы не позиционируем наши системы как, допустим, какие-то принадлежащие какой-то отдельной стране, Непалу, а мы их позиционируем как системы для всего мира, для всех людей. Ну и вся моя вот сейчас деятельность посвящена именно этому, развивать этот метод. Не знаю, насколько у нас это все получится. Мы самостоятельно это делаем, помощи нигде у нас ни от кого не поступает. Поэтому это смысл, цель моей жизни, я буду это делать. Поэтому, в общем-то, добавить больше нечего. Если кто-то заинтересован, пожалуйста, можете присоединяться к нам.